Мошенники могут воспользоваться предновогодней суетой и праздничным настроением. Как этого избежать, обсудим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Нам поможет сориентироваться в ситуации Максим Родионов, начальник отдела МВД по Республике Башкортостан. Максим Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Мы с вами сегодня говорим, что начинается предпраздничная суета. Впереди новогодние каникулы. Это время, когда мы суетимся и в то же время расслабляемся. Вот как не попасться на мошенников? Какие могут быть варианты их действий? Ну, самая, наверное, опасная ловушка, да, для тех, кто ищет новогодние подарки для своих близких, это попытка искать эти подарки как можно дешевле на неофициальных маркетплейсах или с помощью сайтов объявлений. Не проверяя продавца, не, значит, доверяясь его словам и переводя, как у нас вот некоторые жертвы, они делали авансовые платежи, не получив товар. То есть заказ товара, им показывали фотографию и просили перечислить деньги предоплаты. Ну, например, под предлогом, что нужно быстрее, потому что еще есть желающие. Давайте вы у меня купите, перечислите деньги, я потом вам доставлю. Все, жертва отправила деньги, товар она не получила. Поэтому, когда вы ищете подарки близким, все-таки лучше доверять проверенным продавцам. Можно ли делать покупки именно через социальные сети? Я сейчас говорю о Telegram, потому что вот к нам недавно обратились, к примеру, из цирка Никулина, местный организатор, о том, что их билеты уже продают с 30% скидкой. И они сами удивляются, такого нет. Театр кукол с такой же проблемой столкнулся. Вот как сориентироваться в социальных сетях? Здесь все-таки надо посмотреть отзывы. То есть, если это создано недавно, этот ресурс, там, сайт или канал, или страница в социальных сетях, надо посмотреть на его дату создания. Посмотрите на отзывы и в том числе обязательно посмотрите, может быть, имеется указание на какую-нибудь лицензию. Но в любом случае, конечно, самое безопасное – это воспользоваться официальной площадкой по продаже билетов. И тем более, если люди постоянно посещают театр, они знают, на каком сайте можно купить билеты и быть уверенным, что это настоящий подлинник и что за свои деньги они смогут попасть на представление. Максим Владимирович, вот в 2025 году на сегодняшний день какую сумму отдали жители республики мошенникам? Да, к сожалению, у нас с начала года жители республики отдали уже более 2,8 миллиардов рублей. То есть это порядка 7 с лишним тысяч случаев только по мошенничеству. И здесь, конечно, пальму лидерства удерживает по-прежнему это звонки под видом различных госорганизаций или банков, или торговых площадок. Второе место – это инвесторы. Это люди, которые, поверив обещаниям в быстрый пассивный заработок в интернете, вкладывают миллионы, причем зачастую полученные в кредит. Мы давно уже говорим о мошенниках, уже много раз говорили, кому верить можно, кому верить нельзя. Сейчас распространен еще такой сценарий, когда едва ли не по ролям уже распределяют мошенники. Сначала звонит один и говорит о том, что нужны ваши данные, а после того, как человек передает ему данные, через минуту звонит уже другой, якобы представляющий госуслуги, и говорит: не переживайте, мы решим ваши вопросы, мошенники не смогут взломать. Вот расскажите, это мошенники? Мошенники действуют, да, действительно, они по схеме, когда они уже расписывают себе определенные роли. Буквально вот мы недавно дали информацию, новость о том, что в Уфе одна из студенток стала жертвой обмана. Ей позвонил якобы декан ее факультета и напугал, что за ее пропуски нужно будет расписаться в документах. Чтобы расписаться в документах, нужно подтвердить себя на сайте, который укажет декан, и потом попросил продиктовать код, пришедший студентке на телефон. Студентка, напуганная, значит, общением с деканом, она продиктовала этот код. После того, как она положила трубку, вскоре ей позвонили уже сотрудники якобы правоохранительных органов, которые сказали, что вот этот звонок был от мошенников, и вы передали данные аферистам, значит, вы с ними сотрудничаете, чтобы мы вас не привлекли к уголовной ответственности, вам нужно сделать то-то, то-то и то-то. В конечном итоге все сводится к тому, что человеку уговаривают взять кредит или снять свои сбережения и перевести их на некий безопасный счет.
То есть эта схема уже давно работает. Звонки по ролям нужны им для того, чтобы убедить человека в правдоподобности действий аферистов, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, Росфинмониторинга или коммерческих учреждений. Максим Владимирович, безопасные счета существуют? Нет. Нет такого понятия «безопасный счет». На самом деле это просто обычный банковский счет, который аферисты открывают ненадолго для того, чтобы туда получить денежные средства. Какие еще сейчас сценарии есть, которых стоит опасаться? Схемы, когда убеждают аферисты уже не только снять свои сбережения, но и продать свое имущество. То есть вот квартиры, да, как у нас один из известных примеров в стране. У нас недавно был случай, когда Уфимка едва не продала машину. То есть ее убедили так, что на ее машину пытаются, и право на ее автомобиль пытаются оформить аферисты. И чтобы этого не случилось, нужно быстренько его продать, а деньги положить на безопасный счет. Она пришла в ломбард, и хорошо, что там в этом ломбарде работали бывшие сотрудники полиции, которые когда-то сами участвовали в раскрытии этих преступлений. Они сразу поняли, с кем имеют дело, и вместо того, чтобы регистрировать сделку, они женщину не просто убедили, что она имеет дело с мошенниками, они ее отвезли в отдел полиции. То есть она и сохранила свой автомобиль, и, в общем-то, она поняла, получила урок. Сейчас она говорит, я буду рассказывать об этом своим знакомым. Еще, наверное, вот опять же вернемся к подаркам. Это может быть также достаточно большая активизация. Могут быть звонки под видом медицинских учреждений под предлогом прохождения диспансеризации. Недавно наши коллеги предупреждали о том, что возможно мошенничество также под видом медицинских организаций в связи с эпидемией гриппа. Максим Владимирович, почему женщина в приведенном примере, о котором вы говорили, не поняла, что это мошенники? Почему люди не понимают, что это мошенники? Хотя вроде бы очевидные вещи. Говорим каждый раз, безопасных счетов не существует, госуслуги сами не звонят. Это очень сложно на самом деле, поэтому мы всегда, когда встречаемся с гражданами в трудовых коллективах, со студентами, всегда говорим, старайтесь сохранять спокойствие. Потому что первое, куда бьют злоумышленники своим телефонным звонком, это чувство страха. Они пугают жертву. Пугают потери денег, пугают возможностью возбуждения уголовного дела. И жертва, она перестает логически мыслить, чего и добиваются аферисты. Поэтому, как только вам позвонили, якобы попросили код, попросили перевести деньги, начали угрожать уголовным делом или говорить, что мы из МВД и вам надо какие-то действия совершить, кладите трубку. Кладите трубку и поверьте, если это действительно настоящий сотрудник правоохранительных органов, он найдет возможность сообщить вам информацию. А аферисты, они могут продолжать названивать. Не берите телефон, не берите незнакомые номера. Или блокируйте, или кидайте в черный список, или просто отключайте. Давайте отбой и все. Были приняты в этом году и меры против мошенников, это самозапрет на кредит и так далее. Это как-то помогло, стало подспорьем? Я думаю, да, потому что, несмотря на то, что такая огромная сумма жителями республики переведена, все-таки у нас по статистике и по суммам идет снижение. И здесь, наверное, и то, что приняли законодатели, и профилактическая работа дала свой эффект, потому что очень много людей, которые кладут трубку и потом сообщают о том, что им звонили аферисты. Они нам сообщают телефоны, с которых звонили мошенники. Это позволяет сотрудникам полиции блокировать эти номера, чтобы они уже больше не беспокоили наших граждан. Причем на обман попадаются люди разного возраста, социального положения. Да, нет такого единого среднестатистического портрета. Нет, здесь ведь как и студенты, и пенсионеры есть, разные совершенно категории людей, есть и преподаватели вузов, есть и, скажем так, работники заводов, то есть здесь нет определенного портрета. Мы с вами в одном из интервью обсуждали и тему дроперов. Давайте еще раз напомню, кто такие дроперы и чем опасна их роль. Дропер – это человек, который предоставил третьему лицу за деньги не только, например, свой банковский счет или банковскую карту, но и свои персональные данные или, например, сим-карту. То есть то, что злоумышленник может использовать в своих преступных целях.
Дело в том, что дропер, он оказывает содействие злоумышленников в том, что он помогает им выводить денежные средства. У нас буквально на днях завершено расследование уголовного дела в Туймазинском районе. Летом был задержан 19-летний молодой человек, который за определенные деньги передал злоумышленникам 2 свои банковских карты. Он пытался потом получить с этих счетов 3 с лишним миллиона рублей, но банки поняли, что имеет дело, видимо, с какой-то сомнительной операцией, заблокирована была карта, а при очередной попытке он был задержан сотрудниками полиции. Так вот, дропер – это, еще раз говорю, человек, который передает свои персональные данные, банковские карты, сим-карты. Дело в том, что за эти сведения – это, ну, скажем так, рабочий инструмент мошенников. Без них злоумышленники не смогут выводить деньги, похищенные у своих жертв. Поэтому было принято такое решение законодателями, что дропер, да, он является преступником. К сожалению, надо предупредить, что среди дроперов в основном это молодые люди, которые считают, что ну ничего особенного, я получу карту, передам другому, ну и что? Нет. Дропер может оказывать ведь содействие не только телефонным аферистам, но и наркоторговле, совершение даже, например, террористических актов. Ну и последний. Максим Владимирович, вот скажите, как, может быть, обезопасить себя от мошенников? Можно ли это сделать, вот кроме таких самозапретов на кредит и так далее? Что еще можно сделать? Можно, конечно, да. В первую очередь хочу сказать, когда вам позвонили с незнакомого номера, не волнуйтесь, будьте спокойны. Если с вас что-то начали требовать или угрожать чем-то, положите трубку. Если вы все-таки считаете, что вам действительно звонит кто-то, правоохранительный орган, учреждение, прежде чем выполнять их инструкции, несмотря ни на что, посоветуйтесь с кем-нибудь из своих близких. Ни в коем случае не принимайте решения в одиночку. Изучайте отзывы на сайтах, где вы собираетесь заказать товар или услугу. Это в наше время интернет, это обязательно. Изучайте отзывы. И вы составите свое представление об этих продавцах или тех, кто вам будут оказывать услуги. Ну и в конце концов, расскажите об опасности мошенничества своим близким, своим родным. Предупредите детей о том, чтобы они ни в коем случае не искали подработку в интернете, а если они это делают, то свои варианты обсуждали бы с вами, с родителями. Спасибо огромное, Максим Владимирович, что пришли сегодня к нам в студию и рассказали о том, чего стоит ждать от мошенников и как себя обезопасить. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». На наши вопросы отвечал Максим Родионов, начальник отдела МВД по Республике Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.